морская пехота России отмечает свой юбилей. В честь такого события организация морских пехотинцев Башкортостана «Витязь» принимает в свои ряды молодых патриотов. Эти ребята готовы на все 100 служить, ведь они дали родине клятву верности, а слово кадета – закон. В лицее номер 161 Демского района города Уфы проходит торжественная церемония посвящения в кадеты морской пехоты. Это мероприятие для учеников 5, 6 и 7 классов не только этого лицея, но и других школ Уфы, Благовещенска и села Иглино. Расскажи, как кадеты принимают присягу? Лично я уже принял присягу 3 года назад, сейчас я в 8 классе. Также сейчас у нас 5 класс принимает присягу. Каково тебе быть кадетом? У нас есть дополнительные уроки, это по строевой подготовке, огневой подготовке и медицина. Также я узнал очень много полезного, как, допустим, разобрать и собрать автомат. Также в ходе церемонии кадетам младшего командирского состава были вручены вице-сержантские звания, особо отличившимся в учебе кадетам и преподавательскому составу, родителям кадетов и приглашенным гостям вручены благодарственные письма, почетные грамоты, нагрудные знаки и медали. Почему ты решила быть кадетом? Я решила кадетом быть, потому что у меня дедушка подполковник милиции, и я хотела быть похожа очень на него. Как одноклассники относятся к тому, что ты решила стать кадетом? Относятся очень хорошо. Я одна девочка из кадет в классе своем. Мне очень нравится быть кадетом, я отличаюсь из девочек формой. У нас в республике более 5000 военнослужащих, которые прошли через морскую пехоту. Военнослужащие, срочной службы, офицеры запаса. Появились свои традиции. За 15 лет деятельности организации «Витязь» созданы Республиканский военно-патриотический клуб морской пехоты с филиалами в разных районах республики, кадетские классы и кадетский центр. Слет Республиканского военно-патриотического кадетского центра «Витязь Юниор» ознаменован 314-й годовщиной с момента основания пехоты. А вы где бы хотели служить? Дмитрий Чековинский, Руслан Бигбаев, специально для Горы новостей.